Ассаламалейкум, құрметті достар. Бүгін біз оңалту орталығындамыз, яғни Ер-ана клиникасында. Бұл жерде білікті маман, врач-реабилитолог Асқар Нұрмағамбетович жұмыс жасайды, және сол кісінің рұқсатымен ол кісіден сұхбат алатын боламыз. Ол кісі Алматы қаласындағы Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің 2002 жылғы түлегі. Соңғы 8 жылдан бері реабилитациямен шұғылданып келеді. Және өзінің переквалификациясын Европада өткен. Осы кезге дейін сол қаладағы, сол жерлердегі врачтармен тәжірибе алмасып келуде. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Меня зовут Баймишев Аскар. Я являюсь врачом-реабилитологом в городе Шымкент, в медицинском центре Ер-ана, со стажем 8 лет. Реабилитация дегеніміз не? Реабилитация – это, если просто народе сказать, чтобы было понятно, это полное или частичное восстановление утраченных как физических, так и психологических функций организма. Реабилитолог дегеніміз не? Реабилитолог – это врач. Понятие реабилитолог – это только недавно здесь, в Казахстане, внедрилось. Это врач, который восстанавливает утраченные функции организма человека. Утраченные функции организма человека. То есть смотрит, проверяет, а потом же дает процедуры, соответственно, дефициту, да? Түсінікті. Науқастарды қалай емдейсіз? Пациент приходит к нам с определенными жалобами, с определенным дефицитом, да? И мы смотрим, конечно, этого пациента, выставляем диагноз реабилитационный, на основании реабилитационного диагноза. То есть мы выставляем баллы. Баллы, то есть это ШРМ, это шкала реабилитационной маршрутизации, это как бы по всему миру, да? И на основании этого мы ставим цель, смотрим, какой потенциал у пациента и ставим задачи. На основании вот этих данных мы дальше проводим реабилитационные мероприятия, процедуры, смотрим, какие противопоказания и показания. Қандай науқастарға көрсетілген реабилитация? Практически все больные, которые заболели каким-то заболеванием, они все требуют реабилитацию. Да? Ну, в основном, конечно, мы проводим реабилитацию для больных это с неврологическим дефицитом, то есть больные, перенесшие инсульт, больные, которые имеются повреждения спинного мозга, да, тотального или частичного, или даже ушиб просто мозга. Это неврологическое, да, или, скажем, там какой-то само по себе идет нейропатия какая-то. Вот. Есть ортопедическая, да, травматологическая реабилитация. Это реабилитация после артроскопических операций, после переломов, да, после открытых репозиций костных отломков, после эндопротезирования. Часто встречается как коленных ставов, тазобедренных ставов. Реабилитация также в терапии, да, это кардиореабилитация после стентирования, после шунтирования, тоже требует обязательно реабилитацию, так как у больных часто бывает страх, боли за грудиной остаются, одышка часто, слабость, то есть ковид или пневмония, которые лежали в реанимации длительно, да, которые употребляли очень много лекарств, они тоже выписываются с жалобами на сильную одышку, снижение толерантности к нагрузке, физической нагрузке, общую слабость, ну и, конечно же, страх. Да, у нас очень как бы положительный эффект есть именно с больными, которые у нас пролечились. Но все равно зависит это от раннего обращения. Если человек чем раньше обратился и
принял реабилитационные мероприятия, процедуры, да, прогноз благоприятный. Реабилитацияда қандай процедураларды қолданасыз? Енді реабилитацияда өте көп процедураларда ол обратно же неге байланысты? Адамның несіне байланысты, дефицитіне байланысты. Неден бірінші, конечно, физиопроцедурадан бастаймыз. Өте көп аппараттар бар бізде, жаңадан шығарылған, Шымкенттің бойынша жоқ нелер аппараттар бар. Содан кейін біз мягко-мануальная техника деген бар, қолданамыз. Это массаж, различные виды. И в последнее время мы сейчас уделяем внимание на уже, как бы сказать, определенный метод, который, как бы сказать, малоизвестен здесь в Шымкенте. Это точечный массаж. Есть миофасциальный релиз деген бар, есть постизометрическая релаксация деген бар, пир деген бар. Ну, воздействие на триггерные точки, болевые точки. Общей семьей обязательно локально басамыз, расслабляем, потому что в каждой мышце есть точки, которые проблемы вызывают. Содан кейін после массажа тоже зависит от этапность процедуры мы сами ставим. Есть еще метод кинезитерапии, очень, как бы сказать, один из основных методов лечения реабилитации. Это кинезитерапия, терапия, направленная на движение своим телом. Это никакой аппарат здесь не воздействуется. Может, какие-то инвентарии могут дать, да, ну, там, мечи, скалки, резины, какие-нибудь амортизаторы, но человек двигается сам. Мы сейчас практически, наверное, 90% применяем. Эффективность очень высокая. Вот. И другие методы есть, да, метод ПНФ, проприоцепционной нейромышечной фасилитации ДМБАР очень хорошо помогает при инсульте, ну, людей, которые перенесли инсульт, ДЦП. Применяем метод Бобота, тоже детям ДЦП. Применяем восточную медицину, да, то есть это моксотерапия, грубо скажем так, прижигание сигаретами. Применяем иглотерапию, применяем акупунктуру деген бар, прессопунктуру деген бар. Это все здесь сделаем в комплексе. Потому что реабилитация, она требует творческого подхода. Больные все разные. И каждого, чтобы это постоянно наблюдаем каждые 2-3 дня, что поставили цель, там, что мы должны сделать, что мы должны добиться, мы каждый раз проверяем 2-3 дня. Если что-то не идет, мы меняем процедуру. Почему так идет? Ну, конечно, по протоколу одно идет. Науқастарда неше уақыт емдейсіз? Ол бәрі неге байланысты, насколько он рано обратился или начал реабилитационные методы, соған байланысты. Біздің келесі видеоларымыз реабилитация жөнінде, яғни қандай видеолар түсіргеніміз қалайсыздар? Сколиоз, грыжа, протрузия, болмаса инсульттан кейінгі жағдай, ковидтан кейінгі жағдай. Пікірлеріңізді тастап, комментария жазып кетіңіздер, және біздің каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып кетіңіздер.